Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. По окончании ледохода начнется навигация на реках нашей республики, но уже сейчас речники выходят на обстановочных теплоходах. С верой в скорейшее новоселье в Амгинском районе продолжается работа по переселению из ветхого и аварийного жилья. От героев былых времен в Хандыге прошла выставка, посвященная годам Великой Отечественной войны. Президент России поручил включить в перечень дополнительных мероприятий строительство и ремонт 5 социальных объектов в агломерации Тикси-Найба. В числе мероприятий строительство поликлиники и стационара в 27-29 годах, приобретение модульного здания врачебной амбулатории в Найбе и его оснащение медицинским оборудованием и мебелью в 27-28 годах, а также капитальный ремонт и оснащение медицинским оборудованием и мебелью детской поликлиники в Тикси в 27-28 годах. По окончании ледохода начнется навигация на реках нашей республики, но уже сейчас речники выходят на обстановочных теплоходах на свои участки для обеспечения безопасности движения по водным путям Усть-Майского и Амгинского районов. Алданский район водных путей и судоходства Усть-Майского района, воспользовавшись затором верховьев реки Алдан, выпустили 16 мая в навигационный рейс 2 своих обстановочных теплохода «Путейский» и «Перепел», которые последовали на свои участки для восстановления и ремонта судоходной обстановки на реке Амга. Открываем навигацию на речку Амга. Будем совершать завоз северный. Время нам дается в течение месяца, а там все будет зависеть от уровня воды, как вода позволит нам двигаться. Но если вода сильно быстро начнет падать, то само собой завоз прекратится. Насколько успеем, настолько завезем. Руководство техучастка до начала навигации укомплектовывает суда командой. Нужны помощники капитанов, мотористы рулевые, матросы, путевые рабочие, повара. Всем органам сдались, команда укомплектована полностью. Сейчас будем собираться уходить в 16:00 в рейс на реку Амга для выполнения завоза угольного топлива. Теплоходы «Путейский 117» и «Перепел» рассчитывают пройти по реке Алдан, который еще полностью не освободился от льда, до своих участков в Амгинском районе к началу навигации на реке Амга к 20 мая. Самое сложное сейчас движение по реке Алдан. Сейчас будем идти во время, вместе со льдом. В моментах узких, в моментах реки. Это практически, можно сказать, со сплошным льдом будем спускаться. Так что моменты есть у нас сложные. Ну так, в общем, все нормально, все хорошо. Пароход готов, укомплектован. Всем все нравится, все работают. А пока остальные теплоходы «Путейские», а их всего 7, планируют выходить на свои участки в 20-х числах мая и будут обеспечивать безопасность движения по внутренним водным путям Усть-Майского района. Юрий Таюрский, Анатолий Вако, Тимур Канаев, поселок Усть-Мая. Сегодня в середине дня на реке Индигирки начался плотный ледоход. Уровень воды составил 195 сантиметров. Притоки Индигирки, реки Нера и Эльги также маловодны. За ситуацией на реках следят работники гидропостов. К вечеру отмечается спад уровня воды до 172 сантиметров, при критическом в 650. Опасности подтопления местности не ожидается. В настоящее время мы наблюдаем на Индигирке лед на берегах. То есть ледоход у нас начался ориентировочно где-то примерно в 12:30. Наблюдался он густой ледоход, да, где-то 9 баллов. А в верховье Индигирки у нас еще есть гидропост Юрты, по последней информации. Там наблюдается промоины, закраины по 4 балла. То есть движения льда еще не было. Самая верхняя точка по реке Индигирка у нас село Имикон. Там у нас никогда не бывает ледохода, у нас просто лед размывается на месте. На сегодняшний день у нас там на реке чисто, то есть река очищена от льда. Стоимость проезда по реке Лени снижена. Речь идет о перевозках на судах на воздушных подушках, которые были ограничены на время прохождения ледохода. Тогда в течение 3 дней стоимость проезда на хибусах по маршруту Якутск-Нижний Бестяг составляла 5000 рублей, а количество рейсов и техники было сокращено. Уже 19 мая капитаны вернулись к прежнему режиму работы. Отмечу, что по данным регионального министерства транспорта, приблизительно 23-25 мая на Лени стартует навигация. Вместе с этим по реке начнут курсировать и катера.
Их стоимость проезда на первое время будет составлять 1500 рублей. Сразу эти же капитаны наши уже готовы, тоже на летние катера готова, система наша. И сразу начинаем работать с речного порта. Ну, первая цена, я думаю, где-то 1500, потом по 1000 начнем. Так и будем возить. Ну, ценник там установим, как еще по месту установим. Ну, цена будет нормальная. В Амгинском районе в селе Битюнь торжественно установили первую сваю многоквартирного дома по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 19-25 годы. Для жителей села Битюнь наступил долгожданный день. Установка первой сваи 20-квартирного жилого дома. Новый объект будет трехэтажным с общей площадью 1341 квадратный метр. Отмечу, что в последние годы были построены многоквартирные дома не только в центре района, но и в селах Чепчелган и Самарсун. На сегодня в центре села по программе переселения граждан идет строительство 2 домов, которые введут уже в конце этого года. Стоит отметить, что завершающий этап программы переселения, который в этом году у нас завершается, у нас достойно завершился, можно сказать. Осталось несколько домов, которые в этом году должны ввестись в эксплуатацию. Соответственно, все жители, которые проживают в аварийном жилфонде, признанным таковым до 2017 года, должны получить ключи от новых квартир. Как улучшить качество образования? Этот и многие другие вопросы обсудили в рамках стратегической сессии в столице республики. Ее участниками стали не только педагоги, но и родители, студенты, директора школ и колледжей. Обширную тему обстоятельно проанализировали от профориентации и питания до цифровизации искусственного интеллекта. Лучшие из инициатив войдут в стратегию по развитию образования в России. Работаем по 3 вопросам. Что нам нравится в образовании, что нам не нравится в образовании и что не хватает в образовании, что бы хотелось поменять. Причем как раз-таки последний вопрос – это то, о чем не только о дефицитах, это о прогнозировании деятельности на целых 15 лет вперед, до 40-го года. То есть потенциально это получается ребенок, который родился сегодня-завтра и который будет оканчивать школу 9 классом. Вот для него как раз мы и формируем ту стратегию, которая должна быть у нас по республике и в России в целом. За последние 5 лет количество молодежных научных лабораторий увеличилось на 13, в которых работает 150 молодых специалистов. Такие данные озвучили в ходе круглого стола в Госсобрании Тюмень. Не обошли стороной вопросы разработки единой научной платформы и создания Центра технологий. Обсудили и предложения о финансовой поддержке молодых ученых, а также о создании дальневосточной программы «Земский ученый». По результатам заседания участниками принята резолюция, направленная на дальнейшее развитие науки в нашем регионе. Та помощь, которую республика в рамках государственной программы научно-технологического развития оказывает с 2020 года, она не проходит даром. То есть эти компетенции, они у нас остаются. Мы параллельно поддерживаем с прошлого года проект «1000 лидеров науки и технологий», где 97 аспирантов заключили договор с республикой и с федеральными и научными организациями и вузами на обучение по программе аспирантуры с мерами поддержки от республики. То есть это те люди, которые гарантированно останутся работать у нас на территории республики. В Горном Улусе состоялся отборочный этап республиканского фестиваля «Современная северная мозаика», который проводится 2-й год подряд для людей с инвалидностью по зрению. В фестивале приняли участие команды из 3 улусов – Намского, Горного, Хангаласского, а также команда из города Якутска. В первом этапе участников ждал конкурс «Визитка», ну а затем участники сыграли в интеллектуальную игру и прошли квест, посвященный столетию Всероссийского общества слепых. Одержавшая победу команда города Якутска в конце года будет участвовать в финальной игре. Наш фестиваль проходит по группам улусов. В марте был в Вилюйской группе улусов в городе Нюрба, где победила команда Верхневилюйской местной организации. Также предстоят поездки в город Мирный для юго-западной группы, для южной группы осенью будет в Невенгрии и для заречной группы улусов в июне в Усалданском районе.
Игра в волейбол объединяет людей самых разных возрастов. И это одна из самых распространенных спортивных игр по всему миру. Каждый прием и каждый гол вызывает бурю эмоций у соревнующихся и их болельщиков, особенно если это семейные команды. Из разных наслегов Верхневилюйского улуса собрались самые ловкие и быстрые любители волейбола. Почти все они состоят в сборных командах своих наслегов. Несмотря на юный или пожилой возраст этих людей, объединяет семья. Все бок о бок стояли горой за свою фамилию. В нашем наследии семейный волейбол проводится второй год, посвящается к Международному дню семьи. Волейбол – это игра коллективная, азартная, подвижная, объединяющая семью. Цель этого соревнования – популяризация командного вида спорта и рационального подхода к здоровью, к укреплению семейных уз. В этом соревновании возраст участников без ограничений. В историко-краеведческом музее поселка Хандыга всероссийская акция «Ночь музеев» собрала людей разного возраста. Мероприятие охватило выставки, мастер-классы, а также песни ветеранов Великой Отечественной войны. Ведущие гости вечера с теплотой вспомнили об участниках войны Любови Калабиной, Ирине Баженовой и Иване Смольянове. Они всю жизнь прожили и трудились в Хандыге. На организованной выставке «Герои нашего времени» мастерство и отвага показали личные вещи ветеранов, предваряя познавательной информацией. Особый интерес вызвал мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашникова, который провели ветеран боевых действий Вячеслав Канаев и ветеран специальной военной операции Дмитрий Ромашко. Мы постарались сделать так, чтобы каждый наш гость смог почувствовать себя частичкой истории, частичкой победы, прикоснувшись к нашим экспонатам, к тем вещам, которые принадлежали старожилам нашего поселка, ветеранам Великой Отечественной войны, героям нашей страны. На войне сражались не только люди, но и верные четвероногие друзья – собаки. Необычным героем вечера стала собака Юми, неоднократный победитель и призер республиканских выставок. Она на радость детям и взрослым продемонстрировала выполнение различных сложных заданий. Я пришла в музей, чтобы посмотреть экспонаты Великой Отечественной войны. И там попала на мастер-класс, где меня научили разбирать и собирать оружие. Там нам помогал ветеран военных действий. И в следующий раз я приведу сюда своих подруг. Ярким акцентом встречи стали песни победы. Гости с приглашенными баянистами Виктором Сидельцевым и Владимиром Конновым исполнили произведения, воспевающие героизм и отвагу солдат Великой Отечественной войны. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.